январе. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас находимся в прямом эфире прямо в мультимедийном парке историческом «Моя история». Сегодня знаменательная дата, это дата 75-летия освобождения Ленинграда. И мы в гостях, на правых гостях, сегодня прямо здесь, в расположении мультимедийного парка, специальный стенд, куда люди приходят и узнают историю. И у нас в гостях, точнее в гостях, извините, у директора парка Дмитрия Соловьева. Дмитрий Иванович, расскажите немного, что сегодня происходит здесь. Ну, как уже вы отметили, сегодня у нас знаменательная, очень важная дата в истории нашей страны. 75 лет со дня полного освобождения и полного прорыва блокады Ленинграда. Это огромный подвиг ленинградцев, огромный подвиг нашего народа. Значит, почти 870 с лишним дней длилась эта блокада, которая действительно была таким средоточием людского обязаны эту дату, значит, почтить память наших, значит, соотечественников, которые в это время трагически погибли от голода, от бомбежек. И вот мы сегодня в этот день проводим здесь, в нашем историческом парке. Это наша и задача, и миссия перед населением республики – организовать хорошие мероприятия. Вот сегодня мы горды, что сегодня у нас с нами находится Михаил Дмитриевич Попов, ветеран, участник войны. Что сегодня пришли к нам молодежь, дети, студенты, семьи с детьми. И вот Совет ветеранов войны, значит, республики, Вильям Ачирович, Никита Никитович сегодня активно принимают участие. Сегодня у нас показывается фильм, значит, об обороне Ленинграда. Сегодня у нас пройдет лекция Никиты Никитовича. Наши посетители пообщаются с ветераном, участником войны, свидетелем тех страшных событий. И, значит, сегодня будут другие мероприятия, которые будут интересны нашим посетителям. А вот если говорить о стойкости Ленинграда, это все-таки сила духа. Это, ну я не знаю, наверное, сегодня этого повторить, это, честно скажу, невозможно. По одной простой причине, когда людям было нечего есть, они сохранили ценный фонд семян, который, да, исторический факт. И хотелось бы к вам, ветеранам, обратиться, вот, немного живой истории хотелось бы услышать. Вообще вот для вас вот эта дата что? Ну, вы знаете, вот сегодня действительно знаменательная дата по всей России, да и в тех государствах, которые составляли основу Советского Союза. И сегодня у нас в республике во всех районах, самых отдаленных, в том числе арктических, отмечается эта дата. Не только потому, что там есть люди, которые пережили блокаду, а их по республике всего 34 человека. В самом городе Якутске переживших тяжелейшие дни блокады 21 человек. И у нас еще есть и 4 защитников, державших оборону и освобождавших Ленинград. Вот сегодня буквально администрация города Якутска в главе с мэром Сардановой Владимировной были в гостях непосредственно у блокадников в том числе. И вот это вот накладывает... Плохо, да, неплохо честь. У вас табуреточка. Дорогие, вот сегодня дата, которую мы отмечаем, блокаду. Садитесь. Тяжело стоять. 94 года. Да, вы, пожалуйста, не смущайтесь, что я присел. Мне уже 95-й год по возрасту, поэтому тяжеловато. Сегодня, дорогие друзья, я отмечаю эту дату, 27 января 1944 года. Эта дата для чего советского народа была триумфальной, такой ведущей.
Это не так, это просто было прожить около 900 дней в блокаде. Бедные, но Ленинград и ленинградская, вся ленинградцы пережили, конечно, колоссальную, трудную жизнь. Потеряли много мирного населения. Но мы, как участники войны, я вот в это время был в 43-м году, в марте месяце, освобождал Харьков. Мы за Харьков ее дважды брали и дважды освобождали. Потом отступили за Белгород и Орел и закрепились на Курской дуге. Вот и всегда мы помнили вот в войсках слово Ленинград. Он был незабываемый и такой трудно переживаемый для каждого солдата и офицера в то время. Поэтому я вот когда освободили уже Ленинград 27-го, это был триумф такой для России и для советских войск, что это незаменимый. Поэтому отмечая, вот сегодня мы, участники войны, пришли на площадь Победы, вспомнили это все. Из участников войны могли прийти только нас 4 человека. Уже не может. Нас осталось в городе Якутске где-то 130-35 участников войны. А во время войны, я вот когда под Харьковом был, нас, якутян, было очень много. И мы, бедные, там, вот книга выпущена Петровым. Юрием Дмитриевичем. Ага, это. Вот там много описывается все эпизоды войны, эпизоды с генералом Ефремовым, битва под Харьковом и так. Я вот как раз в этой кутерьме был там. Ну, потом отступил на Курскую. Поэтому да, я считаю, эту дату должна быть незабываемой в истории человечества. Ну, поздравляю всех вас с сегодняшней знаменитой датой. Спасибо. Спасибо. Сегодня у нас хотелось бы обратиться к Совету ветеранов, да? Илья Матюшевич сказал, сколько наших якутян участвовало на этой битве. Но я хочу сегодня именно обучить наших ветеранов. Нельзя не отметить Секлитова Елена Николаевна, Никифоров Георгий Афанасьевич, Ефремова Валентина Васильевна. Но мы, жители республики, должны свято чтить память наших воинов-героев. А сейчас мы пройдем все-таки